Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Окружная администрация Якутска традиционно выступает одним из организаторов республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии», который ежегодно проводится в столице и дает старт новогодним праздникам. Наша гостья в студии Василина Кривошапкина, заведующий Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска. Василина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала сразу, как говорится, с места в карьер. Что интересного приготовили организаторы в этом году? Ну, традиционно наши основные фестивальные проекты, они состоятся в этом году. Я их просто сейчас могу назвать. Это и праздник Строганина, любимый всеми нашими горожанами. Это конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». Ну и, конечно же, долгожданное зажжение новогодней елки столицы. Которая, кстати, в этом году обрела новый облик. Давайте о нем подробнее Да, поговорим. у нас появилась новая ель, и к нему же новый светодинамический фонтан. Многие, наверное, горожане уже заметили. Елочка уже установлена, украшена, и украшения, скажу, они такие необычные. Изображен олень, якутские узоры, снежинки, звездочки. Ну и, соответственно, фонтан в виде КТЯ, нашей национальной утвари. И, в общем-то, они так хорошо заняли свое место, очень выглядят необычно, органично и красиво. И свежо, самое главное. Да. В Новый год, как говорится, с новыми начинаниями. Если говорить о истории фестиваля «Зима начинается с Якутии», с чего все начиналось? В 2011 году окружная администрация решила провести фестиваль Строганина. Он проходил на площадке Сахатеатра. Но буквально через год мы с нашими коллегами с Министерства предпринимательства решили сделать более масштабный, объемный праздник и придумали фестиваль «Зима начинается с Якутии», который вошел в реестр, в календарь Ростуризма. И с тех пор этот фестиваль с 2012 года уже обретает более такие яркие, четкие, новые формы. И я думаю, что многие заметили, что он уже знаком не только на территории нашей республики, но и за его пределами. Вполне спокойно можно говорить о том, что это уже наш бренд с 12-летней Да, историей. однозначно. С 25 ноября в течение целой недели будет проводиться и конкурс «Бриллианты Якутии». Это конкурс ледовых скульптур, как вы раньше сказали. Какая тема в этом году? Ну, во-первых, скажу, что мы уже со вчерашнего дня встречаем участников. Уже прилетает. Да, и география достаточно широкая. Будут у нас участники и команды из Хабаровска, с Приморского края, с Монголии, с Китая и с Якутии, из города Якутска. Ну а по теме я скажу, что по ледовым скульптурам тема у нас обозначена, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И называется она «О подвигах, о славе, об Отечестве». Ну а снежные скульптуры будут у нас на более свободную тему «Магия снега». А если говорить о самых юных жителей нашего города, нашей республики, все-таки Новый год — это в первую очередь семейный и детский праздник. Что приготовили для них? Ну, в рамках фестивальной программы мы, конечно же, не забыли наших юных горожан и гостей. И для них мы придумали программу, называется «Зима-фест». Это семейная интерактивная программа, где они, обозначу, что 1 декабря она пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф» на 2-м этаже, в то время, когда на 1-м этаже на арене будет проходить праздник Строганина. Вот. Ну и чтобы наши юные горожане были заняты какими-то интересными делами своими детскими, мы на 2-м этаже вот устраиваем такой фестиваль, где они могут увидеть мультфильмы на якутскую тему, могут создать снежинки, поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодней игрушки по старинной технологии. Ну и много-много сюрпризов их там ждут. Кстати, они могут написать письмо Деду Морозу, и это письмо точно он получит. Так, ну и главное, чтобы письмо-то обязательно сбылось, потому что где-то... Да, и желание, то, что загадывают наши маленькие друзья, конечно, обязательно сбудется. Все-таки Новый год — это время исполнения желаний. Сказал я о том, что это семейный праздник. Какие еще активности в плане культурной программы приготовлены для наших гостей? Да, фестивальная программа у нас подразумевает более
40 мероприятий для разной аудитории. В том числе, например, у нас будут конкурсы. Это очень интересная такая программа. Конкурс рисованных историй «Олененок Оли». «Олененок Оли» — это символ смарт-библиотеки, которая у нас находится на 203-м микрорайоне, и предлагается участникам, совершенно неважно какого возраста, создать комикс, рисованную книжку небольшого объема и поучаствовать в этом конкурсе. Вот. Помимо этого у нас будет проходить также творческий фестиваль «Многогранность якутской зимы». Это творческий, это и вокальный, и танцевальный, художественная речь, любой формат, фольклорный. Он будет проходить на базе Центра культуры Тускул, села Хатас. Заявки уже принимаются. И, к слову сказать, нужно зайти на сайт Управления культуры, и там вся фестивальная программа, все положения уже размещены. Василина Васильевна, ну, центральным событием все-таки всегда становится зажжение первой новогодней елки нашей страны, главной елки нашего города. Как это будет? Потому что я помню, как это было в прошлом году. Это по мотивам знаменитой всеми нами известной рекламы новогодней. Чем удивлять будете в этом, учитывая, как замахнулись в прошлом? Да, ну, начнем с того, что зажигаем мы городскую елочку на площади Орджоникидзе 1 декабря в 17 часов. И начнется она с небольшой истории, где можно будет и юным горожанам, ну и взрослым присоединиться, поиграть, потому что на улице, конечно, погода не позволяет стоять какое-то долгое время. Там никто не стоит, там да, все заняты активностью. Будут какие-то активности, ну и в какой-то определенный момент, я просто не хочу открывать все наши сюрпризы и секреты, вот, и в какой-то момент всем будет предложено встретить наших сказочных персонажей, которые вместе с главой города Якутска, с Евгением Николаевичем, зажгут огни на нашей новогодней елочке-красавице. Ну и, конечно же, есть еще один тоже такой, приоткрою завесу, завершится вот это вот феерическое действие одним таким ярким, красочным, световым сюрпризом. Василина Васильевна, а как вообще готовить вот программу зажжения из года в год? Вот всегда мне интересно, как идет подготовка. Ну, смотрите, мы же каждый год задаем тему, исходим от главного персонажа, то есть какой год у нас наступает. Год змеи. Да, год змеи наступает. Конечно же, этот персонаж будет обязательно присутствовать вместе с нашими сказочными героями и как-то с ними взаимодействовать. Еще одна важная яркая точка – это конкурс строганина, о котором вы уже неоднократно упомянули. Пройдет он в Триумфе, правильно понимаю? Кто будет участвовать, кто заявлен и кому разрешено? Так, ну, мы уже принимаем заявки с начала ноября. Уже достаточное количество, но я хочу сказать, что мы ее немножко, конечно, регламентируем, потому что нет возможности всех желающих разместить, чтобы они были конкурсантами. Поэтому у нас 16 команд планируется в участии в финале, и поборются они за хороший такой вот денежный приз, который мы увеличили в этом году. И, конечно же, программа, она всегда интересна нашим горожанам тем, что вроде бы обычный способ, да, каким-то образом настрогать строганину, выложить ее горкой. В обычных условиях наверняка все это делают, и делают это замечательно. Но тут уже по конкурсной части необходимо это сделать быстро, качественно и красиво. А кто будет определять лучшего строгальщика рыбы? У нас, Повара? да, у нас, конечно же, будет жюри, который будет возглавлять и председательствовать Николай Атласов, это шеф-бренд-повар, очень опытный амбассадор Ассоциации рестораторов России. Да. Вот, и поэтому мы, конечно, ему целиком доверяемся. Он абсолютно суров, но справедлив, как говорится. Василина Васильевна, за 12 лет как поменялся фестиваль? От какой точки он пришел и вот где он находится сейчас? И понятное дело, что он стал уже, так скажем, брендовым. Вот что в нем изменилось больше всего? Ну, как я уже говорила, он начинался буквально с одного какого-то проекта, да, и теперь он уже дорос до более масштабного фестивального формата. И, конечно же, мы не останавливаемся на этом. Каждый год мы пытаемся привнести что-то новое, интересное в наш праздник. И я хочу сказать, что в этом году делегация официальная отправится в город Киров,
который стал новогодней столицей России. И мы, конечно же, поделимся с нашими коллегами о том, что есть такой праздник замечательный. Но еще другая миссия у нас есть. Мы бы хотели, чтобы Якутск стал новогодней столицей России. А что дает становление? Ну, во-первых, стать непросто. Не просто заявиться. Проводится конкурс. Это проект Министерства культуры Российской Федерации. И для этого должна быть необходимая инфраструктура, площадки, на которых можно проводить. И опять же, поток туристов, которые к нам приходят, должен максимально получить много интересного, вкусного. То есть мы должны рассказать и защитить наш проект. Почему гости должны приехать именно в Якутск? И зачем туда они едут? Помимо этого мы представим нашего Чисхана в городе Киров, который приглашен в качестве почетного гостя. Ух ты. И кроме этого есть очень интересный проект в Кирове. Это новогодние ели России. 89 регионов Российской Федерации оформляют каждый свою елочку. Мы уже отправили туда наши елочные игрушки, кстати, созданные предпринимателями сообщества «Сделано в Якутии». И мы хотим прямо из Кирова, в прямом эфире, если получится, показать нашу елочку и рассказать кировчанам, кто такой Чисхан, что за прекрасный город Якутск, и чтобы они приехали к нам на фестиваль. И где на самом деле начинается зима, Да. самое главное. Василина Васильевна, не могу не спросить про цены. Много мероприятий, в том числе есть те, которые для детей, есть те, кто для молодежи. Какая ценовая политика? Ну, сразу скажу, в основном наши мероприятия они бесплатные. Например, в спортивном комплексе «Триумф», «Строганина», «Зимофест». Это все будет абсолютно бесплатно. И там же будет проходить фестиваль арктической кухни, где будут представлены сеты участников 10 ресторанов. И там буквально по символической цене они могут попробовать, продегустировать. Но кроме этого, «Вкус Якутии» мы с вами не затронули, гастрономический фестиваль, очень любимый, очень интересный. Там тоже все рестораны-участники уже представят, вносят в меню в течение месяца те сеты, которые участвуют в фестивальной гастрономической программе. И там тоже цена, насколько я знаю, абсолютно не фантастическая, вполне, Демократичная. да, вполне доступная. В общем, можно и вкусно покушать, и Да. хлеба, и зрелищ, как говорится, и поучаствовать в самом главном Да, нашем да, да. зимнем событии. Василина Васильевна, давайте в заключение что-то пожелаем нашим телезрителям и в очередной раз пригласим их на все мероприятия фестиваля. Нам бы хотелось, чтобы наши горожане и гости нашей столицы обязательно посетили нашу фестивальную программу. Ведь зима начинается с Якутска, так попробуйте ее и на вкус, и получите максимальное удовольствие. Потому что впереди у нас прекрасные новогодние праздники. Но я не могу с вами не согласиться, уже хочется быстрее, чтобы наступило 1 декабря, чтобы посмотреть, как загорится, какими огнями загорится наша елка. Василина Васильевна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью, до встречи.